Салем достар, меня зовут Кумыс, вы на нашем канале Поварешка. Сейчас у нас идет праздник Рамадан, это пост, он идет у нас целый месяц. И в связи с этим праздником я сегодня буду готовить нашу национальную выпечку майбирек. Ораза кабыл болсын, осы ай тек жақсылық әкелсін. Всем желаю мира, добра, чтобы у всех все было хорошо. А мы сейчас приступаем к нашей выпечке. Для приготовления бирек из мяса я использовала сегодня мясо конину. Вот такой кусочек мякоть конины. Также использую вот жирок, это сердце. Это вот бараньи вот такие органы. Сердце жирок, это почки, почки это мы сами съедим. И основное для бирек мы используем печень. Значит, мясо и жирок, мясо и сердце мы сейчас будем отваривать, и почки тоже пока закинем. Это будет сейчас вариться, а печень мы положим уже, когда мясо уже почти доварится, и уже печень минут 20 и хватает ей, чтобы свариться. Она вот такая нежная, поэтому печень мы будем потом уже положим и сварим. А пока будет вариться вот этот кусок мяса, сердце. Вот это именно такие ингредиенты, которые мы используем для того, чтобы приготовить вкусный майбирек с мясом. В данном случае это у меня мясо конина и баранья печень. Все, газ включили, сейчас будет вариться. Добавляем соль. И все это будет теперь вариться. Итак, мясо у нас сварилось. Почти. Почти сварилось. И теперь мы бросаем туда баур. Баур это печень. Печень у нас будет вариться примерно 20 минут после того, как закипит. Видите, она прям сразу. Нежный такой орган. Вот, поэтому долго мы его не варим. 20, от сил 25. Если долго варить, он затвердеет, будет твердый, жесткий, поэтому мы его долго не варим. Сейчас закипит, примерно минут 20 засекаем после того, как закипит, и все, будет готово. Потом, как мы сварим мясо, потом его перекрутим, обжарим. 20 минут прошло. Все, у нас печень сварилась. Баур пісті. Теперь все убираем. Все, мясо тоже все сварилось. Это у нас жирок тоже. Сердце тоже все сварилось. И вот тут у нас еще почки. Тоже мы почки мы не будем перекручивать, мы просто их съедим. Такой вкусный деликатес. Так, все. Теперь мы это все остудим и потом перекрутим на мясорубке, добавим туда лук и потом уже будем обжаривать. Итак, фарш перекрутили, сюда еще добавили лук репчатый, 2 лука. Здесь, напомню, баур, сердце, здесь также мясо немножко конина. Для того, чтобы сделать майбирек с мясом, нужно обязательно обжарить, тогда он будет вкуснее. Еще сюда я чуть-чуть добавила соль и немного черного перца молотого. Обжариваю на подсолнечном масле. Вот, сейчас он хорошо у нас обжарится, и уже я сейчас буду приступать к тесту. Еще немножко, и все будет готово. Итак, для того, чтобы приготовить тесто на наш майбирек, нам понадобится немного масла. Это я делаю опару. Масло любое, сливочное, домашнее, какое есть. Далее пачка дрожжей сухих. И я еще добавляю сахар, ложечку. Заливаем теплой водой и ждем, когда опара поднимется. Пока опара будет подниматься, мы нагреем молоко, чтобы оно было у нас теплое.
Я использую 3,2, но можно использовать 2,5. Так как у меня сегодня будут гости, я делаю с литра молока. Может, даже буду делать 2 замеса. Но пока вот вам показываю с литра. Кому надо меньше, конечно, можете использовать меньший объем. Ставим молоко греться. Я сейчас вот использовать буду маргарин. Я также добавляю. Можете добавлять масло сливочное. Я добавляю маргарин. Здесь 180 грамм. Тоже его нужно будет растопить. Итак, молоко у нас подогрелось. Теперь мы добавляем сюда сразу соль. Соли я добавляю примерно столовая ложка. Ну, плюс-минус чуть-чуть можно еще. Там уже смотрите по своей соли и по объему молока. Далее, значит, добавляем растопленный маргарин. Размешаем. И добавляем теперь нашу опару. Смотрите, как дрожжи поднялись. Видите? И добавляем наше молоко, нашу жидкость. Ну, даже если не до конца, ничего страшного. Так. И теперь будем постепенно добавлять муку. Так, муку я уже просеяла, поэтому я буду просто ее добавлять. Муку обязательно просеивайте. Даже если она у вас в пакетах, все равно. Здесь у меня примерно 1,5 килограмма, но тоже надо смотреть по муке, по количеству вашей жидкости. Здесь у меня получается на литр молока примерно 1,5 килограмма муки. Так, ну вот, сейчас я все это насыплю, наверное, еще будет мало, потому что здесь еще у меня растопленный маргарин и еще жидкость с опарой, поэтому даже будет больше 1,5 килограмма муки. Так, не хватило, сейчас буду просеивать. Я использую муку высшего сорта. Второй вариант есть. Можно на муку добавлять вот эту жидкость. Но я делаю наоборот, чтобы хорошо все у нас размешивалось. Ну и соответственно тесто, оно легче его сделать вот таким мягким. Если мы на муку наливаем жидкость, то может быть иногда, что тесто не получается мягким, таким рассыпчатым. Так, ну еще надо муки. Ну, ориентировочно у меня ушло 2 килограмма, получается, муки. Сюда муку и уваливаем наше тесто. Тесто не должно у вас быть твердым. Оно должно быть мягким. Минут 5-10 даем тесту постоять и уже сразу начнем делать пирог.
Итак, друзья, тесто у нас готово. Это ну какое у нас получилось. Так, и теперь берем небольшой кусочек и сейчас будем его раскатывать. Так, этот у нас идет обратно в миску, а это мы вот так в трубочку раскатаем. Далее делим вот на такие небольшие кусочки. Желательно, чтобы они были одного размера. Так, и немножко нам нужна мука для того, чтобы мы могли вот так сминать наше тесто. И вот так мы каждое тесто вот так чуть-чуть в муке обваляем и немножко придавим. Вот, получается у нас такое тесто для бирёков. Кто-то делает чуть жестче тесто и тогда скалкой раскатывает. Я так не делаю. У меня, смотрите, тесто мягкое. Я просто его немножко придавливаю и все. Я скалкой не раскатываю. Так, далее берем наш фарш и накладываем. Прищемляем вот так края. Прищемляем хорошенько, чтобы оно ничего не открылось. И вот с края начинаем придавливать это тесто, чтобы получился вот такой узор. Узор или как вот такой гребешок. Тесто, если мягкое, то хорошо и делается тоже. Жесткое тесто, оно и делается будет хуже. И так далее. Итак, друзья, бирёк я сделала. Теперь будем жарить на огне, на таком сильном. И масло у нас уже хорошо разогрелось. Примерно, ну тут я не знаю, смотря у кого какая сковородка. Не ориентировочно. Примерно 20 штук влазит. Вот видите, они сразу поднимаются у нас. Их надо мешать. Надо сразу мешать. И доводить до золотистой корочки. Вообще очень удобно жарить их в казане, на широком казане. Вот я недавно была на Узашар у тети. У нее такой удобный большой казан. Там быстро-быстро раз-раз помешал, вытащил. Тесто у меня хорошо поднялось, вот прям видно. Бирёк прям такой, тесто пышное. И вот так периодически помешиваем. И жарим. Достаем потом шумовкой, доводим до золотистой корочки, даем потом чуть-чуть постоять нашим бирёк. У нас сегодня будет Авзашар, то есть мы сегодня зовем гостей и будем угощать нашей выпечкой май бирёк, если казахша, если по-казахски. Вот. В казане у меня тут стоит плов. Муж готовил. Есть, кстати, видео на моем канале, на нашем канале. Кому интересно, заглядывайте, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал в Telegram. Всех рада видеть.
Вот так периодически помешиваем, чтобы равномерно цвет был золотистый, равномерно, чтобы они жарились. Вот, сейчас уже будем убирать. Все, теперь можно убирать. От лишнего масла все это стряхиваем. И только-только они становятся золотистыми, сразу уже начинаем убирать, так как вот последние, видите, уже такие темного цвета. Поэтому вовремя тоже надо убрать, так как масло у нас очень горячее, огонь у нас тоже сильный. И так далее. У нас сейчас идет аузашар. Вот целый был целый таз. Все уже на столе, все сели. Я вот сейчас пробую. Вот такой у меня получился бюрек. Вот такой. Вот, смотрите. Это вот у нас сегодня идет аузашар. Вот, сейчас все гости сидят за столом, а я вот пробую бюрек. Вот такой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока.